Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добро пожаловать в студию под номером 94. Спасибо. Спасибо и вам, что сегодня в субботу вечером остались у экранов своих телевизоров, когда могли провести это время в более веселом месте. Это глупо, но оправдано. Друзья, поприветствуйте моего соведущего Ислама Бабергова. Я слышу, не прошел твой грипп еще. Да, мой грипп не прошел. Ты как этот старый 90-е года, помнишь, озвучивали фильмы? Да, Володарский. Да, мой грипп со мной, мой грипп всегда со Студия мной. 94. Что ж, спасибо, Ислам. Пожалуйста. Очередная неделя подошла к концу. И что у нас было до этой недели? Очень много всего. Самое главное событие нашей столицы, нашей славной столицы, присвоено почетное звание города воинской славы. Ура! Ура, друзья! Я был потрясен, все были потрясены. Грозный стал городом воинской славы. Только сейчас, в 2015-м, потому что для каждого жителя нашего города он таковым являлся всегда. Спасибо, и на этом мы начнем. Что, Ислам, мы с тобой не виделись целую неделю. Как у тебя дела? У меня все хорошо. Чем занимался? Я, знаешь, ходил туда, потом сюда, потом, короче говоря, влюбился в нашу передачу, почему не знаю, ходил, придумывал какие-то новые вещи, слушал. Один фанат у нее точно есть тогда. Да. То есть я, да, ты говоришь? Короче говоря, ходил, слушал людей, прислушивался к музыке, прислушивался к каким-то людям, которые говорили про нашу передачу. И интересные наблюдения. Но об этих наблюдениях потом. Много людей подходило ко мне. И об этих людях потом. Давай ты лучше расскажешь сначала новости, а потом я тебе все покажу. Все наблюдения, которые я... Хорошо. Итак, новости в студии 94. В сложнейшей, тяжелейшей, беспощадной, упорнейшей, в сумасшедшей по накалу страстей борьбе Терек проиграл «Зениту». Ставропольский суд отказался принять иск Руслана Закриева по делу «Аватара». Yes. После чего писатель заявил следующее. «Здесь мне правосудия не дождаться. Пусть небеса решают мою судьбу. Я требую испытания поединком». То есть он драться захотел? Да. То есть так не добился, решил силой, да? Да, это... Обычный чеченский вариант. Я еще и, знаешь, этого человека увидел в одном ролике на Ютубе, и он там провозгласил себя президентом суверенного государства Шалажи. Это вот именно, оказывается, тот же человек. Это когда? Это 92-й, 93-й год. 91-й, ну 90-х. В 90-х кто себя только президентом не провозглашал. Вот среди них был и он. Продолжаем. Так что я не удивлюсь, что он хочет переписать всю историю «Аватара». Продолжаем. Чеченские производители игрушек начнут выпускать кукол-героев национальных легенд, чтобы заменить популярных западных персонажей комиксов. Там явно надо без руки, без ноги, да, без глаз. Эскизы национальных кукол уже разрабатываются в виде фольклорных героев. Уже готовы такие куклы, как генерал Чечня, Железный Абдулбек и Чирдик Мэн. Это серьезно, что Это чистая правда, да. Куклы должны поступить в мае в продажу. Так что ты серьезно сейчас говоришь? Я серьезно, я на полном серьезе сейчас говорю. Нет, ну, может, они будут называться по-другому. Продолжаем. Братья-режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский просят государства выделить 971 миллион рублей на создание национальной сети общественного питания, которая станет альтернативой западным сетям фастфуда. Мало того, что мы смотрели продукт режиссеров, теперь они хотят, чтобы мы еще и попробовали его на вкус. Не, ну что. Это они, по-моему, наши чеченцы заразили их, по-моему, вот эти вот. Да, я всегда говорил, что Чечня это Биг-бургер, демо-версия. Чоу-бургер, вот эти вот. Я не думал, а почему бы не Михалков-бургер, вот. Не исключено. 100%. Наконец, очень такая новость, которая облетела все СМИ. Согласно статье в международном журнале нейрохирургии, в 2017 году планируется
проведение первой операции по пересадке головы человека на тело донора. А, вот так? Подожди, это все нервы перешивать. Это там. надо все перешивать. Конечно, люди захотят новое тело, но я бы очень многим людям предложил бы новую голову вместо нового тела. Спасибо, друзья. Это были все новости в студии 94. Друзья, мы начинаем новую рубрику, которая называется «Сам пришел», где будем рассказывать о молодых творческих людях нашей республики. И первыми гостями сегодня у нас в нашей студии будут ребята, которые являются авторами интернет-проекта Kentucky TV. Как они себя называют? Давайте встречаем! Пацаны, что такие испуганные? Все нормально, все хорошо. Ребят, добро пожаловать в студию. Это Садитесь. просто студия. Это Всё просто студия. Смотри на их глаза, все нормально, ребят. Да, Все нормально. хорошо? Да. Муса? Ребят, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию 94. Аплодисменты! Спасибо. Ребят, у вас есть свой интернет-проект, который называется Kentucky TV. Кто вы, чем занимаетесь, в чем смысл, идея вашего проекта? Расскажите нам. Занимаемся пранками и розыгрышами, социальными экспериментами. Пранк, что такое пранк? Это вот, знаешь, моя мама не понимает, что такое пранк. 100%. Ну, пранк это и есть розыгрыш, а раньше это было А, как сейчас новые телефонный такие- розыгрыш, но сейчас пранк это как бы Типа новое, ставить людей в новое неловкое название, положение да? на улице, да, вот так Ого. вот. Таких в плане юмора роликов у нас пока не выходило, пока что были социальные эксперименты, где мы призываем людей просто не быть равнодушными к той или иной ситуации. Какой то или иной? Ну, человеку плохо, помогут, не помогут. Да, все, теперь я понял. Есть в интернете такие... Пранксы, оказывается. Да, это пранк называется, эта тема, я видел. Не франкс, а пранк. Пранк? Да. Хорошо, а Мне можно как посмотреть? парню с 90 мне как парню с 90 почему-то напоминает слово панк вообще. Сколько вам лет, ребят? Мне 19. Мне 17. 17? Пацаны! Молодцы! Ребят, Год рождения по-братски твой. 97-й. 90. Мой 97-й год, я представляю. Это прикольно, прикольно. я у тебя предлагаю нашим зрителям посмотреть. вот. Чем пацаны занимались? Да, Ютуб. посмотреть, чтобы наглядно увидеть, чем же все-таки наши гости занимаются в своем Внимание на интернете. экран. Да. А? Нет. Открой, может там что-нибудь есть? Есть тут, конечно. Кажется, упало только. Не, ну у меня же мой свой кошелек с собой. Ну, можно его мне отдать. Можешь взять, если он твой. Не, ну там деньги, но мы можем поделить. Я не думаю, что я хочу делить. Почему? Зачем мне чужие деньги? А? Там деньги есть, может поделить. Да нет, А что? Нет? Чужие деньги не надо? А. Не знаю, что сердце прихватило. Давай зайдем Куда? вроде плохо. Давай, брат. Дыши глубоко, нормально. Куда тебе? До маршрутки, до дома доеду. Давай, до Нет, маршрутки, нет, давай. брат, Вперед. спасибо, нет, я сам дойду. У меня такое бывает часто, да, спасибо большое. Спокойно. Спасибо. Спасибо, брат. я на машине, если что. На машине? Нет, спасибо. Пройдет все, спасибо большое. Да, нет, спасибо. Пройдет, спасибо. Не знаю, я сегодня вообще ничего не ел. Друга дома нету. А я приехал вчера. А на свой вкус что-то дайте, пожалуйста. Да мне без разницы, просто поесть и все. Ну давайте.
Дересу, аушварса, уэйца, уэймо, дересу. Дересу. Теперь все понятно. На самом деле, я хочу сказать одну вещь. Я посмотрел полные варианты всего этого. Очень много отзывчивых. Ты считаешь, что ребята на правильном пути? На правильном пути. Просто единственный маленький совет. Они, понятно, начинающие. Чуть-чуть покачественнее, наверное, да? Чуть-чуть... Уже к нему. Это не мне, и к тебе. Качество в плане идеи. Качественную, хорошую идею. Реализации. Да, Сюжет реализации. имеете в И виду? реализации, и съемки, все, чтобы это. Но мы тоже будем помогать. И думаю, что какой-нибудь... Ну, как за вы себя отвечай. Я... Не, какой-то интересный, если пранкс Ну, будет. Ислам помогает начинающим молодым Ислам не креативным пранкс, а пранк. людям нашей республики. Пранк. Пранк. Если будет пранк новый, ванс, Розыгрыш. розыгрыш. Что ж, ребят, большое спасибо. Спасибо, что пришли. Друзья, это были авторы проекта Кентукки ТВ. Удачи, всего доброго. Обязательно вас ждем здесь с новыми идеями, с новыми съемками. Ислам, ты говорил, что у тебя были какие-то наблюдения, наблюдения. личные наблюдения. Ты часто рассказываешь об Это, этом. короче говоря, купил я диск чеченской музыки. Думаю, ну послушаю. Называется Music M95. Вот такой вот альбом. И я бы хотел поделиться с нашими зрителями и телезрителями, чтобы послушали эту песню. Включаю я, короче говоря, первую песню. Там написано Анди Исаев. Ну, думаю, ну послушаю, что Анди Исаев поет. Можно включить песню Анди Исаева, чтобы все мы поняли, что поет Анди Исаев? Это вот... Мимо леса шел с работы. Сверкнуло что-то. Копанный я стал. А можешь чуть погромче сделать? Как безмолвный я свидетель. Свидетель. Не могу понять себя. Руки, ноги отказали. Руки, ноги отказались. Что это такое? Не, руки, ноги отказались. Приоткрылась. Я смотрю. Такой сык-сык. Серебро одетая. Ко мне подходит. Жестами манит меня. Жестами манит меня. Я думал, что хуже моего гриппа со мной сегодня ничего не произойдет. Что это такое? Кто я это поет? как смеялся, я чуть с ума не сошел. Я остановил машину, посмеялся, поехал дальше. Еду дальше. У меня еще один повод был остановить машину. Включаю я песню, казалось бы, Тупак Шакур. Но! Давайте послушаем. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like work living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse than black. My stomach hurts, so I'm looking for a place to snack. Cops giving to Я думаю, everybody. Тупак Шакур, я думаю, ну ничего. Тупак Шакур. Тупак Шакур. Эй! И вот здесь я... Какой это ужас. Уберите, выключите, пожалуйста. Все, Спасибо большое. Вот Тупак Шакур жив, оказывается. Он восстал, его не убили. Он оказался здесь и решил спеть дуэтом с Абакаром Алиевым. Это было жутковато. Это Да, правда это сегодня очень смешно. самый Это был жуткий второй выпуск, повод самый остановить. страшный выпуск студии 94. И хуже всего, что самое плохое еще впереди. Потому что у нас следующая рубрика «Главный гость в нашей студии». Сегодня у нас в гостях человек, который знает национальной музыки не понаслышке. Друзья, встречайте гость студии 94, народный артист Чеченской Республики Альви Альтамиров. Маршал! Маршал!
Садись вот туда, твое место. Мне целый Ты видишь, диван. какой маленький народный... Альви, Маленький народный Альви. Альви, как дела у тебя? Короче, у меня здесь вопросы, я вот что думаю. Передачи, где мы с Исламом ведущий, еще гость Альви Альтимиров, хуже уже дальше быть не может. Он Так что хотел чёрт- сказать Альтамир. Это ты все вопросы сейчас, которые мы готовили. Все вопросы. Все, мы закончили? Все вопросы ушли. Прикольно. Али, Маршовел, Дели Салмачева. как тебе наша студия? Ничего, прикольно. Нафталином пахнет. Нафталину? Как должно быть? Почему тебя не видно? Почему мы не видим того Альви Альтимирова, который раньше зажигал нашу сцену? У тебя перерыв какой-то или творческий Зажигал кризис? свой- Нет, Нет. спички закончились. Не, зажигал нашу сцену своей тишиной, бывает. Не, ну всему свое время я уже отошел, чуть другими делами занимаюсь. Чем ты занимаешься? А, это нельзя говорить. Подожди, ты же в кино снимался. А, ты в кино снимался. Я видел этот Я и фильм. снимаюсь. Я видел, как тебя Не-не-не, я убили. видел другой фильм. Он назывался «Далекий вечер». Ты знал, что можно было отказаться от роли? Знал, но поздно узнал. Когда мне в конце сказали, что можно было отказаться, к сожалению, это было поздно. Нет, на самом деле я смотрел этот фильм и... Да могу ладно, смотрел ты его. Честно, нет, скажу, не потому что ты сегодня здесь. Нет, ты отлично играл. Нет, ты не отлично играл. Ты лучше других играл. Это однозначно, ты играл лучше других в этом фильме. Сравнение, все познается в сравнении, понимаешь? Ну, самое нормальное, я с больше раза сказать, тебя убили в конце концов. Ты как мой двоюродный брат, Халам бьет тебя. Нет, ты Эти знаешь, смс-ки, а что, реально Альви убили? А что, Альви, да не, это правда его убили. Мы видели фотографии, он мертвый валяется. я видел даже мероприятия, посвященные там салюты, там, да, Твоей Всё смерти? было, да. А есть целые такие группировки, которые мечтают о твоей смерти. Вот эти знаменитые актеры делают, там, боксом занимаются, когда боксеры Худеют играют. там. Ты это, наверное, не худел. Ну, готовился? Какой? Именно к далеким вечерам? Да, Ну там, в принципе, особо так готовиться не к чему было, как ты понял, да? ну да. Зачем тогда отвечать на глупый вопрос? Да, это была такая роль, скажем так, одна из репетиционных. Нет, Этот дебютных. парень, который играющий режиссер, он... Играющий режиссера, все правильно. Да, он играл режиссера, мы играли актеров. Все было прикольно. И в конце получился игровой фильм, понимаешь? Да, игровой фильм, я просто видел, что парень... в Просто он эпизод- мой друг по блату. Парень, который твой друг, в эпизодах должен был сниматься и оказался главной ролью в конце. Когда меня убили. Когда тебя убили, да. Михалков ставил такой в конце. В конце приходит, и он... Нет, ты- Скромная роль царя бывает. Не-не-не, ты отлично играл в этом. А, не, подожди, там же вот эти наши чемпионы, Асхабовы, да, еще играли? Да. Два пацана. Они же сейчас чемпионами стали, верно? Да. Они тоже хорошо играли. Да. Они отлично играют. Ребят, Не, кстати, на этой неделе, кстати, они тоже стали чемпионами. я про что и говорю. Так, да. мы про это... Ты с нами Не, я- участвовал в разговоре? Это можно было сказать как новость, я хочу сказать. Так Вот. дальше, какой у тебя вот этот фильм, ладно, он был дебютный, можно списать на что-то. Что дальше? Ну, я сейчас скажу, что я снимаюсь опять фильм, вы ржать будете все равно. Зачем? Нет, ты просто, нет, ты скажешь в фильме, мы ничего не будем. Просто скажешь, у кого снимать, тогда мы заржем. У Зелема. У какого? Хорошего. Что Я за не фильм? скажу, не скажу. Это Что за секрет. фильм? Расскажи про свой фильм, аннотацию небольшую. Я вам так Кого ты просто играешь? расскажу про свою роль. Ага. Ну, я, как обычно, играю. Бандита? Да. Лепса? Хороший у вас ведущий. Мы о фильме о Лепсе. Так я продолжу. Я там играю очень плохого человека. Меня там тоже валят. Вот, 6 или 7 серии. Это сериал? Да, сериал? 12 серий. Да, это сериал. Чеченский сериал? Да. Вот. Я там играю не самую лучшую роль, скажем так, самую такую, Ну, мы это уже поняли. Да. нехорошую, да. Ну, раз я здесь, значит. Ну, вот. И я продаю спортсменов. Продаешь спортсменов? Да, по беспределу. Подожди. Сначала у нас Так, будет чеченский сериал, верно? Я объясню. То есть санкций мало было, да, что все Не-не-не. плохо. Помимо этого у нас еще и чеченский сериал «Блеск». Не, ну когда санкции, мы же не можем сейчас американские фильмы смотреть. Будем смотреть свои. Не, ну, футболисты продаются, кто там еще продается?
Продавать не обязательно, Берка только, да, это мог мацевок. Ну, я понял, я знаю, я же КВНчиков тоже продавал. Я объясню. Да, он действительно продавал КВНчиков. Я хочу объяснить. Было бы кому бы, я всех продал. Помолчи секунду, пожалуйста. Спасибо, Вячеслав. Да, я Дай хочу с гостем объяснить. пообщаться. Продаю спортсменов в смысле на бои. Там победить, то не победить, разницы нету. По беспределу кидаю все бои, лишь бы заработать. Вот эти же потом беспредельщики меня убивают. А когда сериал? Мы ждем? уже 3-ю серию снимаем. Не, а выход Когда сериала? Где-то, я думаю, в сентябре, да, могла уже будет выход. Как начало Да, сезона? в этом году Первые будем снимать. 4 серии. По идее, должно быть, я не знаю, посмотрим. А кто режиссер, можешь? Тебе какая разница? А продюсер? Не, ну, скажу. наверное, Не нормальный фильм. Ну, я сентября, представляю сейчас. наверное, анонсируют. Салам алейкум. Ума дуйтига. Не, это было, Ислам. Валейкум ассалам. Вайгал Мелхастаина. Ох, спортсмен var воквиш. Худюрцунах. Вот такой. Вайгал Гени Гунтаин. Да. Я думаю, это будет на... Это была 5-я серия. Это примерно 5-я серия у нас такое идет. Да? Али, давай. Если вы не верите в наше кино, то кто будет верить? Не, мы верим Да в вы бы наше хотели кино. бы. Вы Вот сами именно. в него не верите, по-моему. Не, мы верим. Правда, мы... Вот как с ними разговаривать? Альви, у меня к тебе такой вопрос. Ты помимо того, что в фильмах играешь... Он же что вроде ты- порвал эти вопросы. Откуда он их берет? Не, я просто всё. так вспоминаю по ходу, когда вспомнил, что ты играл в кино, я вспомнил, что ты в клипе еще снимался, в социальном клипе для налоговой Давайте службы. сначала покажем, в каком он первом клипе. Ты его первый клип видел? Нет. Ты не видел его первый клип? У вас есть мой первый клип? У Альви есть клипы? У меня есть клип. У меня есть У клип. меня был первый клип. Это был Нет, ты серьезно? 90 какой-то год, я сейчас не помню. Ну, ты мне потом скажешь, после просмотра скажешь, какой-то год, до войны. Давайте посмотрим клип Альви Альтамирова. Я смотрел в глаза, в них играла слеза. Я искал тебя. Я не смогу. Я не знаю, как они, но я в восторге. Я в восторге, Какой год? учитывая, что это 91-й. 91 год. По крайней мере, лучше, чем Хусейн Расаев, который у фонтана танцевал. Гораздо лучше. Это было здорово. Это в 91 году, это была такая студия, я как же назывался? Маршал. Пятый канал был. Марш, это просто заставка была. Был такой 5-й канал в микрорайоне. Я в помню, Олимпийском. Хамзат Тухашев Да, был. да, вот так, с таким знаком Хамзат был. Тухашев был директором этого Да, канала. до Я сих сейчас- пор стали работники, некоторые вот поддерживают связь, они там, правда, разбежались, и вот правильно сделали. Вот. И вот этот был один из первых клипов. Вот в то время еще были мутки. Пропустить его, не пропустить его. То есть у тебя с тех пор, да? Это ну вот и так, когда получилось. Тебя с тех пор, оказывается. У меня с тех пор не Сквозь кажется тернии к звездам. По качеству, вот клип, о котором я говорил, он Да у гораздо- меня сейчас хуже качество, чем в 91-м. по качеству это лучше. да, По конечно. содержанию, да, если можно, да, посмотрим Да, этот посмотри. клип. Скажите честно, А чё вы его? платите налоги? И в мыслях каждый шепчет ерунда. Ай-яй-яй! Скажи, во что ты платишь сам себе гарант. Ты хочешь знать, что тебя ждет плохое утро. Вот сейчас момент, вот сейчас момент. Держи мир, как небо царство. Хэнкок отдыхает. Игра женщина, игра женщина. Полотенце мое, кстати. Полетел парень, смотри, летающий Альви. Меня потом.
Кто главный сценарист этого? Я можно расскажу Просто, чуть-чуть? да, ты должен рассказать, ты должен объясниться. Я объясню. Это ужасно. Я объясню. Это даже Анди Исаев лучше был. И что? Что самое интересное, вы сейчас будете смеяться, но этот клип занял первое место в России среди налоговых. Среди Да. налоговых. Да. Все. Вот это вся отмазка Нет, твоя. он снимался Хочет, а почти. Нет, это был заказ, естественно. Вот, это был такой, начиналось как будто социальный ролик, получился сериал. Вот. Скажи, пожалуйста, это не те же люди снимают этот сериал, который сейчас снимают? Ты будешь смеяться? Нет, да. Так, Предполагалось. Они в да. то время снимали, потом сняли еще один, и все. И они сейчас, кажется, болеют пока. Возвращаясь к твоему творчеству, что такое серьезное в ближайшее время, помимо фильма, именно сценический образ Альви Альтамирова возвращается? Да, Когда? 3 июня. Я не хотел это никому говорить, но... Здесь концерт. Концерт. Не здесь, Не, да. я знаешь, почему сейчас говорю? И по сравнению с молодыми артистами в нашей республике, у Альви есть замечательная черта. Да, я редко даю концерты. Да, это... У тебя же нормальные отношения со всеми нашими артистами? Молодыми. Ну, я не знаю Ну, больше. всегда, меня Я всегда не знаю интересует, больше как половины, вот а так... более старое поколение, не в обиду, более старое поколение... Более относится- серьезное, ты хотел сказать. Более серьезное, да. Да, особенно после песни «Айландер, I love you». Очень Так серьезное я от того же поколение. ушел, подожди, Стас, я- Очень серьезное поколение. Айландер Лэнд. «Айландер, I love you». Я думаю, вот супер. Что ж, друзья, прежде чем заканчивать, Ислам обычно предлагает нашим гостям... Не, А я давай знаю, что-нибудь необычное Не, лучше, подожди, не подожди. Я, предлагайте во-первых, мне. не, вот я, во-первых, хочу сказать, где твои очки? Вот эти все очки, которые все знают, очень, да, такие. А они с собой, да? Конечно. Они с собой. Это, да, знаешь, да. Ты в курсе, что они тебе не идут? Друзья, настало время сказать Али, что они ему не уйдут. Да, эти все. тебе не идут эти очки, сними. У тебя были до этого боли, которые ты та-та-та в этом клипе снимался, там были. Ты знаешь, я могу эти очки на твой пиджак По-братски, поменять. по-братски, да? Нет, пиджак, что ты, турецкий пиджак обычный. Действительно. Мне идут, скажи. Ты в камеру. Тишина над Ставрополью. Ставрополью, слышал Ну такое? да, вот Кстати, я знаю, что тебе не нравится, Слав, да. что тебя сравнивают с Григорием Лепсом. Да, по поводу Лепса, Альви. мне приятно, что меня сравнивают. Просто, То есть ситуация гораздо хуже, чем мы думали. Мы думали закрыть этот вопрос раз и навсегда. Нет, мы знаем. Ну что, раз тебе приятно, что тебе отказывать в этом? Ну ты Лепс тогда, раз тебе приятно. Да, Салтыков, Щедрин есть такие. А здесь Лепс, это мне пародии на Алтамиров. Урганта говорят, представь. Просто хочу зрителям сказать, объяснить и доказать, что он особо и не похож на Лепса. Просто мы с ним сейчас попробуем спеть. Серьезно? Да. Ну Под ты Лепса. попробуй, а я спою что. Это и есть твое задание? Куда ты Вот пошел? такие. Давай встань, мне как встать надо же, когда Лепса поет. Что вы поете? Мы хотим песню попробовать. Серьезно? Лепса. А можно минус? Лучше бай-бай, Дорогие друзья, бай-бай. сейчас в студии 94 будет дуэт, который никто не захочет видеть вживую. Ислам Амергов и Альви Альтамиров. Я отказываюсь в этом участвовать. Я одену лучше. тогда. Громче можно? Его меньше, а нас громче. Да, да. А слова? Вот. Вот так надо, да? Имеется, ты помнишь, да, слова? Может, ты не будешь петь? Ну, я чтоб ты понял, как начинать. Где-то там, Где-то там. за окном, ходит... Подожди. Мам, сеет снег, белый снег, ночью и днем. Ну, вот не похоже, я же говорил. Ляндер, I love you. Так не подходит? И опять не уснуть
в доме пустом. Нет, нет, выше надо, я себя учу. Тихо! Саван белый Нет, я не могу так. Тональность не моя. Серьезно, не моя. Тут так все отмазывают. А что, Где-то, но не со мной. Да, нам с тобой лучше не петь, брат. Я хочу, во-первых, можно пару слов сказать? Можно? Конечно, конечно. Мне очень понравилась ваша передача. Я хотел вам пожелать. Давайте ключи в карман положим. А, да, У это него таксист. Как таксист стоит. А это мой друг, да? Это мой друг. Нет, я серьезно. Спасибо, во-первых, огромное, что вы меня пригласили. Вот. Спасибо тебе, что пришел. Да. Не каждый на это решится. Да, да. Не каждый сюда действительно зайдет, вас найдет. Вот. В любом случае, я хочу пожелать вам процветания. Интересная, прикольная, новая передача. Далее, обедки. Был рад с вами пообщаться. Спасибо, что пришел. Дарю слово. Спасибо. Далее, обедки. Удачи. Большой привет. Успехов, успехов. Я тебя Олег. провожу. Пара-барам-пам. Что ж, Альви, что, молодец, Альви. Али, Пришел, да, позитивный парниша такой, нормальный знаешь. парень. Хотя о нем говорят масса всего, масса слухов ходит, как и Как обо и- всех, как и обо всех людях. Нашим Но только при дай этом Альви, да, поговорить, значит, Да, это рассказать все. особенно. Альви, молодец, ну, чуть-чуть состарился, потрепала его Да, жизнь. молодец, он Чуть-чуть. свой парень. Ну, народный артист. Народный Народный артист, артист Чеченской Республики. Молодец. да. Ну и перед занавесом, да, перед тем, как закончить, хотелось бы этот сценический образ, да, до сих пор преследует меня. Перед тем, как закончить, нам хотелось бы зачитать вопросы наших Это телезрителей. рубрика «Задай свой вопрос». Анзор, Анзорик, друг, дорогой, принеси да, нам, пожалуйста, принеси, вопросы, пожалуйста. мы зачитаем это. Поехали. Почему 94, а не 95 интересуются? Да я уже Ну, устал. мы не такие уж, что прям аж 95. Нам еще чуть-чуть, чтобы до Да, 95. нам чуть-чуть не хватает. Дальше. Как вы выбирали, кто из вас где будет сидеть? По-моему, здесь вообще все предельно ясно. Хаз. Да, иш, да. Теперь поняли, как мы выбирали, да? Почему на чеченском не ведете? Нам бы с русским языком справиться бы. А что зрителей так мало интересуется? Что? Так, подожди. Как много вопросов. Там о том, что мы толстые, я не буду это читать. Это очень трудно, очень трудно. Так, снова И я толстые. пытаюсь держаться. Хаз, пытаюсь держаться, не получается. Короче говоря, грудинка, я ее ненавижу. Куриная, в смысле. И кефир. Тоже. Просто это белое мясо куриное. Все, что можно есть. Я даже ничего не спросил, о чем ты говоришь. Да я просто о своем. О чем ты говоришь? Я просто говорю о том, что что-то... Смотрите, что вы сделали с человеком! Диета это плохо. Просто пролетело где-то он сразу. Да. Будете звать еще адвокатов? Если уже на каких-то процессах. Каких стендап-комиков лучше слушать? Я не про байду на ТНТ, а вообще. Не, почему? Да, на ТНТ есть наши друзья. Тимур Каргинов, мы его очень хорошо знаем. Жириновский. Да, хороший комик, кстати. Что бы вы хотели перенести из 94 года в 2015 и чего не хватало тогда, и что в избытке сейчас? Та-та-та. Ну что ж, друзья, это была
Вот и закончилась Вот передача. и закончился 4-й выпуск программы «Студия 94». Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующую субботу на канале Грозный. Спасибо! Live without